Не толькі занятасць падлеткаў, але перш за ўсё здаровы лад жыцця. Сярод удзельнікаў хлопчукі з Ленінскага, Маскоўскага, Брэсцкага раёнаў, а таксама праваахоўнікі. Тут усе ў аднолькавых умовах і з агульнай мэтай перамагчы. Такі турнір па пляжным футболе свайго роду прафілактычнае мерапрыемства для складаных непаўналетніх. Зрабіць іх адпачынак актыўным і з карысцю задача нумар 1. Это та категория подростков, которая всегда требует дополнительных каких-то внимания, усилий, дополнительных мероприятий для того, чтобы занять их, особенно в свободное время. И действительно, лето – это не только пора для отдыха, но и пора для активного занятия спортом. За апошнія дзесяцігоддзі адзначаецца зніжэнне падлеткавых злачынстваў амаль у 3 разы. Зараз у вобласці больш за 1000 хлопчыкаў і дзяўчынак, з якімі регулярно проводятся профилактичные размовы у розных форматах. Такие мероприятия, в которых участвуют как сами несовершеннолетние, так и сотрудники органов внутренних дел, у несовершеннолетних вызывают особый интерес, возможность посостязаться с своими участковыми инспекторами в различных видах спорта, в том числе и футбола. Тут, скажем так, заставлять никого идти на эти мероприятия не надо. Огромный интерес подростки проявляют. Усяго 4 гульні по 2 таймы. Кожная команда дана змагалася за кубок. Пришел поиграть в футбол со своими товарищами. Самое главное нам выиграть, и чтобы наш район победил. Я приехал для того, чтобы победить, взять первое место и хорошо провести время. Для здоровья это очень хорошо, на свежем воздухе и хорошая компания. У выніку перемогла команда Брэсцкага района. Таким турниром продолжаться они будут и в дальнейшем. Мы еще будем искать различные виды занятости таких подростков. То есть мы стараемся их трудоустраивать в студенческих отрядах. В каждом регионе области пройдут подобные мероприятия. Это будет не всегда пляжный футбол, но может быть просто футбол, либо какие-то спортивные соревнования, дворовые игры. Поэтому мы не будем на этом останавливаться. Ганна Буйкевич, Алексей Рыбкин, телерадиокомпания «Брест».